11 утра в Москве. Новое радио. Алло. Алло, здравствуйте, Владимир Алексеевич. Приветствую вас. Как вы? Как? Как Да здоровье ничто, ваше? пойдет потихонечку. Ну так, как сказать, относительно. Вот с утра встал, задохнулся, почистился, прокашлялся. Вроде более-менее. Владимир Алексеевич, мы как раз собираемся к вам, но ваш адрес не знаем. Адрес у нас, значит, Люберецкий район, город Дзержинский, Углецкая, 32, квартира 941. Ладно, увидимся тогда. Увидимся, да. Через полчаса увидимся. Хорошо, хорошо. Все, жду вас. Спокойно. Вот лес, большой белки, лисицы, настоящий лес, грибы. Вы знаете, я вообще Москву не люблю так. Там все бегут куда-то, все торопятся. И в час пик в автобус не залезешь, чтобы до метро доехать. Это вообще не для нас. У нас нету этого в Душанбе. Правильно? Там никто никуда не бежал. Все нормально ходили. А здесь все бегом, 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 бегом. Поэтому я скажу, вот здесь хорошо. Под Москвой маленький, тихий, уютный, никто не торопится, никуда не бежит. Отлично, тихо, спокойная, размеренная жизнь. Родился я в городе Сталинабаде. Тогда это был Сталинабад, сегодня это Душанбе. 26 февраля 1946 года. Жили мы тогда в бараке без всяких удобств, прямо напротив пивзавода. Пивзавод и сегодня стоит. Было очень здорово было. Этот барак был, а вокруг были свои дома, и очень много-много детей было. В 1953 году, когда пошел в первый класс, вот, ну и со школы приходишь во двор, а во дворе много ребят было разных национальностей, разных. И все дружили, никто никогда не разбирался, кто какой национальности. Очень дружно жили. Значит, там за домом у нас роща была. Мы в футбол хотели играть, а было негде. И отец добивался того, чтобы эту рощу вырубить. В общем, рощу эту вырубили. С одного конца 2 дерева оставили, и с другого конца 2 дерева оставили. Вот, прибили рейки, это были ворота. Ну и когда приходили со школы, сразу портфели бросали. У меня был мяч,
И мы начинали до темна играли в футбол. А куда хочешь? А нет, зачем? Может не снимать. Да говоря, понимаешь, у них времени нет. Времени нет. Вот она в 6 часов заканчивает. Ну, естественно, минут 40 на работе, пока приберет туда-сюда, соберется. Ну, суббота, воскресенье, выходные. Вот. А так они неделю 5 дней работают. Обе. И вечером к вам зайдут. Ну, не каждый раз, но в неделю 3-4 раза. А бывает и каждый день то одна, то вторая, то внучки придут. О, привет! Привет, привет! Молодец, Светуля! Здорово! Ты мой золотой. Че, Антотик? Привет, папа. Привет, привет. Да, мы пришли попроведывать тебя. Проходите. Завязывай. Чаек попьем Сейчас сейчас. сделаем чай, все. Я его зову к себе жить, он не хочет, хочет самостоятельно. Ну, с одной стороны, я понимаю, с другой стороны, наоборот, хочется быть все время рядышком, близко, помогать, вот, там, приходить, там, что-то сготовить, прибраться и так далее. Я его зову, но он нет, говорит, я буду сам, но, с другой стороны, я тоже его понимаю, что самостоятельно, может быть, как-то и легче. У меня жена хорошо тесто делала. Ну, она вообще готовила здорово. Ну, эта жена готовит, я сижу, смотрю. Как вот она готовит? Да, что она, как. И я сейчас сам все могу готовить. Я сам себе готовлю, все. Что готовит Алиса? Обычно, знаешь, что я первое люблю. Шурпа. Шурпо обязательно делаю. Шурпо, все это. Научился очень вкусно готовить, потому что у нас мама очень вкусно готовила, очень вкусно. Вот, любое блюдо она могла из чего-то такого невзрачного приготовить просто очень вкусно что-то. Вот, и папа, видимо, этот навык как бы перенял. И теперь он иногда что-нибудь там, даже какой-то салат сделает. Я говорю, пап, какой вкусный салат ты сделал. То есть он говорит, как у мамы, как у мамы. То есть это критерий, как у мамы, это значит первично что-то, очень вкусное. Папа у меня фронтовик, воевал. Вообще интересная история. Значит, когда он получил 3-е ранение, его привезли в город Вятку, Киров. Вот, там была 20-я школа, в этой 20-й школе госпиталь был, да. А мама была медсестрой. Ну и так она за ним ухаживала, все, и так он ее привез в Душанбе, женился. Так что мама у меня медсестра. Отец потом в органах работал после войны. Время было тяжелое, конечно. Что говорить, после войны сразу. У меня отец фанатик футбола был. И, откровенно говоря, очень много он мне дал. Как он с меня требовал, так меня тренер не требовал. Сейчас не помню, там, ну, были игры, когда я поперек назад на 5 метров не давал. На 35, на 40 метров вперед нападающему в зону, чтобы нападающий мой вперед прибежал. И я играл игры, ни одной ошибки не было. К нему придешь, думаю, ну теперь что он скажет? Все равно найдет что-то, что там не так, там не так.
не забуду никогда, у нас в бараке еще юношей был. В бараке одна сторона глухая, а асфальта не было. После дождя люди идут по грязи и как ноги вытаскивают с грязью. Представь себе вот эти вот колдобины. И я мячик брал и бью в эту стену. Мяч отскакивает на эти. И в разные стороны вот надо успеть поймать его мяч. И так увлекся и бью правой ногой. Левой нет. Правой. Вдруг сзади кто-то как закричит: «Ты чё, правой? А кто левой будет? Ну-ка, левой!» Час он стоял, я левой ногой бил. На этих кочках. Вот так он меня заставлял. Отец много сделал. Потом он меня, ну уже мне лет 6-7 было, когда на «Динамо» играл, он ни одной игры не пропускал, тем более еще в органах работал. Потом он тоже спортсмен был. Он в 1956 году ездил на спартакиаду народа в СССР. Он стрелял. Да, он потом же охотник еще был у меня. У нас дома медвежья шкура, архаровские рога сколько было. Он, как только время есть, он сразу на охоту ехал. Футбол, охота, вот это его было. Так что он из меня футболиста, можно сказать, и делал. Детство было замечательное. Дед у нас очень заслуженный человек. Он фронтовик, он прошел всю войну, он неоднократно был ранен. С моей дочкой мы как-то на сайте Российского Министерства обороны в архиве нашли все наградные листы и описание подвигов нашего деда. То есть мы были настолько впечатлены, какой это был отважный, смелый, замечательный, справедливый и очень честный человек. И такими же он воспитал своих детей, и моего дядю Владимира Гулямхайдарова, папу моего Александра, и дочь свою Раису. Но в 1956 году, значит, у меня во дворе был один такой Виктор Кавитин. Он все время меня обманывал. Его мать за хлебом пошлет, а на пивзаводе, например, хлеба нет, на винзавод надо идти. Ему одному неохота, он что-нибудь придумает, что там авария, туда-сюда, чтобы одному не идти. И здесь он ко мне подходит и говорит: слушай, пойдем на «Спартак». Да, ну мы на пивзаводе жили, «Спартак» недалеко, стадион. Пионерский парк, «Спартак», цирк. Я говорю: не, ведь я с тобой не пойду, говорю, ты все время меня обманываешь. Он: да правда, говорит. Я думаю, ладно, последний раз. Пошел, правда, там записывают на футбол записывают. В общем, человек 300 было детей, родители, все такое. Ну, смотрели как. На стадионе «Спартак» там делали команды две, и мяч, и играли.
И тем записывали. В общем, я тоже попал туда. Ну и так вот с 56 года стал заниматься до США-5 у Василия Даниловича Борисенко. Первый тренер, который вел меня до команды мастеров. Очень замечательный тренер. Клянусь, он нам, честно говоря, очень много дал. Особенно зимой, когда на винзаводе школа 4-я. Там, значит, зал был спортивный, мы в этом зале. Там он технику нам давал. Технику, видите, в чем разница? Дело в том, что технику отработать нужны года. Физподготовку можно дать за один подготовительный период. Поэтому техника – это основа футбола. Хотя все компоненты важны. Значит, учился я так неплохо, там рядом была 6-я школа. Пришлось идти в 1-ю школу, на Ленинской, тогда там кинотеатр Горького был. Но там уровень был выше. Ну и там я поплыл, честно, ну и в 9 классе остался. У меня отец все время говорил, никогда не ври, говори правду. И у меня отец, правда, такой был, вот ему правду скажешь, как есть, ничего он тебе не сделает. Ну и я говорю, пап, вот так и так, говорю, я остался в 9 классе. Вот, и он, что это собираешься делать? Я говорю, я решил это, куда-нибудь работать пойти и в вечернюю школу рабочей молодежи. Как при живых родителях ты будешь в вечерней школе работать? Надо кончать школу так. Я говорю, да я говорю, еще 100 лет в этой школе буду учиться, я ее не закончу. Ну, я отцу говорю, я говорю, да там сварщики, пойду сварщиком. Куда ты пойдешь? Это если только пойдешь работать, только на большой завод, чтобы пролетариат из тебя человека сделал. Ну и так я оказался на заводе Таджик-Текстиль-Маш. Знаменитый завод, насколько я знаю, там 60 стран мира отправляли ткацкие станки делать. На заводе была команда, тоже «Торпеда» называлась. Неплохая команда, которая играла на первенство города. Но я играл за эту команду 2 года. Ну а в конце 63-го года уже меня взяли в команду, в «Энергетик». И так вот началась моя футбольная карьера. «Энергетик» во 2-й лиге играл. До «Энергетика» он назывался и «Колхачи» называлась, да, потом «Энергетик». Вот, базы своей не было. Значит, мы играли с Омском на стадионе Фрунзе. Ну, я что, мальчишка, мне исполнилось 18 лет. Ну и с правой стороны штрафной Федосов Юра. А я ему показывал, на ближнюю дай, на ближнюю дай. Ну, видать, защитник уже старый, опытный. Думаю, что этот Салабон сделает? Ничего он не сможет сделать. Ну, что мне? Только 18 исполнилось. И он на ближнюю подает, я выскакиваю и головой забиваю. Первый мяч забил головой. Ну и 1-0 выиграли эту игру. Будущее таджикского футбола. Гулям Хайдаровы, Мухаммадиевы, Манасяны, Мананиковы. Вот они растут. Так, все, встречаемся в среду. А ты это, подожди, мама. Это не твоя шапка. Хорошо? Да, мы с ним одногодки. В 1 год родились.
в 1946 году. Я на 2 дня, будем говорить, старше его. Я 23 февраля, а он 25 февраля родился. Владимир Алексеевич – это был легенда таджикского футбола. Он и есть, и остается легендой таджикского футбола. Это один из самых техничных футболистов был в союзное время. И, наверное, и на сегодняшний день тоже является одним из самых техничных игроков таджикского футбола. Алексеевич, я его как по-братски называю, Алексеевич наш, как говорится, он и был хорошим другом, и остается на сегодняшний день является одним из самых таких талантливых, выдающихся футболистов в Таджикистане. Потом, откровенно говоря, травму получил. Травма интересная была, в смысле, интересная в чем? Раньше с мячами проблемы были. Администратор этой шкуркой обтирал этот мячик, готовил, все, потом на ацетоне белую краску разводил. И эти мячи красил. Вот эти мячи вот такими играли, да. Ну и, а у нас ранцесешечки Орков, администратор был. Он приготовил банку красить мячи. И посредине на стадионе Фрунзе стол стоял. И эта банка стоит, он приготовил. И мы уже переоделись, и с Хаби начали, Алик Хаби. Ну и стали головой жонглировать через этот стол. И я смотрю, мяч летит в банку. В голове быстро промелькнуло, думаю, сейчас мяч попадет в банку. Разольет, готовил, этот администратор на него начнет, ты что наделал, туда-сюда, в общем. Ну и я решил перехватить этот мячик. А никакой защитной реакции не было. Я думал, краска густая, а там, оказывается, столько ацетона, она жидкая. И я чуть-чуть не успел, мяч в банку, и мое лицо, и мне как это все в глаза плеснуло. В общем, я где-то месяца 1,5 лежал в больнице с глазами, думал, все, ослепну, ничего видеть не буду. Ну, потом врачи там атропин, альбуцит, кололи, там все такое. В общем, через 1,5 месяца стал видеть. Ну и вроде все нормально. Ну, сегодня яркое, когда у меня сразу глаза красные становятся. Мне рекомендуют на яркое не смотреть или темные очки носить. В 1965 год в Москве проводился турнир. В общем, были все союзные республики. От нас тогда еще энергетик, 1965 год. Тогда, значит, был Пекшев был там, Ананин, Гриша Петренко и я. В общем, сборная как будто была. Назывался турнир «Смотр молодых талантов». وقتی که با بازی میکردن در اوسی مرکزی کماند تاجیکستان جای یکم گرفت در اوسی مرکزی بعد در اتحاد شوروی جای 4 گرفتن در اتحاد شوروی ولادیمیر غلامحیدرов در همان وقت بهترین نیم محافظتگر در اتحاد شوروی شد آناتولی بیلشویц بهترین нападающий بود و همسال 46 و ای بهترین نیم محافظتگر شد. И я еще получил приз лучшего полузащитника. Хотя за сборную Украины играл Мунтян и Бышевец. И, значит, я даже скажу, Виктюк с Белоруссии стал лучшим вратарем, Сулаквилидзе лучший защитник, я лучший полузащитник был признан, и Бышевец лучший нападающий на этом турнире. Вот с этого все началось. То есть я уже был на заметке, все.
с олимпийской сборной поехали в Южную Америку, да. Турнир хороший был, но все равно, как бы мы ни хотели, ирландский футбол – это Южная Америка. А Южная Америка – это Мекка футбола. Аргентина, Бразилия, также и Чили, и Перу, Уругвай. Но я 8 игр сыграл. 8 игр, 3 гола забил за олимпийскую сборную. Ко мне подходит, Качалину помогал Парамонов, вторым тренером. И Парамонов ко мне заходит и: Володь, ты, говорит, правша или левша? Я говорю: а по какому поводу вы задаете этот вопрос? Нет, ты скажи, ты левша или правша? Я говорю, я правша. А в чем вопрос? Кто, говорит, я проиграл, мы с Качалиным поспорили. Он говорит, что ты правша, а я сказал, что ты левша. То есть разницы не было. Левая, правая. А я обеими ногами одинаково было передача. Он обладал хорошим дриблингом, хорошим ударом. Он мог по диагонали послать пас где-то на 30-40 метров по диагонали, мог выдать пас игроку на выход, который мог убежать и завершить атаку. Вся игра в основном строилась через него. Gavrik Kachalin da var, ama tarpeda taklif mikne şa. Oraki zborni da bozi kene gufta. Vay hamu tarpeda bozi mikne. Khatir Streltsov ki Varonin. Khaya ki behtarin bozingaro dastay muntakhab Ittihad Shurawi budan yo. Ami khab yo ki mahqul shida bud yo g'ulmadar ki bozingari khuda buda. Vay ujara. Торпеда 3 мяча я забил. Ну, я сыграл 19 игр. Но я играл на таком месте, где я диспетчер был. Я начинал сзади, надо было атаку организовать, потом на подборе сыграть. Я не атакующий был, полузащитник. Соли 70 بعد دستای پختکور قرغنتیپه رو بازی می‌کردم ما در تاشکند بودیم. ترپید مسکو همیشه پختکور تاشکند و روی هم کلندری بازیشون بازیکنی اومد. و ما پیش ما ورون که استرلتسوف پیش ما آورد. ما رو شناس کردن، ما رو خیلی بسیار صحبت‌های کلام کردیم برای درباره استرلتسوف بسیار شناس شدیم. و بازی همین ترپید مسکو قدی تاشکند ما تماشا کردم. یک لحظه بازی که همین غلامحیدر با توپای در مابین میدان ممکن 40-45 متر و در نیمه میدانی حریف پختکور استرلتسوف بود. همین پاسی رسومیگو دیاگونال میونه بود. همین خیلی پاس میکرد و همیشه پوچاش خیلی پیاد که میگن که کنی پوچاش خیلی پاس میکرد دیکتریوف داد. همین توپ راست میره پای دیکتریوف داد. در همیش طرفنای площадка و همیشه چیز میزنه گل میشه. نیم ساعت همین خلق برای همین کامبیناسیون خرسک میزنن و قدی بازی کردن همین عجایبات است. همین فوتبالیستی که همین پرتو میگن که در کجای بخوی همونجا پاس میتیه. Закончилась первая половина матча. Это 69-й год в Сочи. Мы играем с «Динамо» Киевом. Я играл против Саба, который играл в первой сборной. На игре был Качалин. Он тогда первую сборную тренировал. После игры с Киевом, я здорово сыграл, эта игра у меня перед глазами. Вроде Саба в первой сборной, я его, можно сказать, съел. И когда мы после игры шли на ужин, Качалин стоял у входа, и когда увидел нас, меня, сам подошел. Это были его слова. Володя, говорит, я поражен. Я поражен. Готовься, говорит, через месяц первая сборная едет, говорит, в Англию играть со сборной Англии, товарищескую игру. Ты первый кандидат. Это его слова были, Гаврил Дмитриевич. Поставил задачу в сборную попасть. Попал в олимпийскую сборную.
Потом задача была в первую сборную. Ну и вот вроде уже кандидат. Кандидат, 69-й год, играем с ЦСКА. 3-0 ведем, и Дударенко меня как в колено дал на 3 месяца. И первая сборная ушла. Все. Успешно играл полузащитником в торпедовской команде. Нужен гол. А 70-й год с Ивановым поругались. И он мне сказал, что он меня в дубле сгноит. И правда начал гноить. Ни одной игры. Но потом 4 заявления подал об уходе и ушел. Владимир Алишоевич Гулям Хайдаров, ну, так его раньше называли Алексеевич, но вообще-то он Алишоевич. Ну, это один из, можно сказать, самых ярчайших футболистов Таджикистана. Раньше его называли вообще Душанбенский Пеле. Ну, на самом деле он был очень техничный. Во-первых, он играл и за олимпийскую сборную, и в торпедо играл со знаменитым Стрельцовым. А в то время очень сложно. Футболисты все были очень высокого класса. Но я с детства ходил на стадион, как сейчас я помню, и смотрел игры Душанбенского Памира. И Владимир Алексеевич очень выделялся своей неординарной техникой. Также он подавал угловые, штрафные, бил пенальти. И я всегда поражался его технике. Подарок от нашего руководства Гулам Хайдаров на свой номер переготовили в городе Таджикистана. Рахмат шумуга. Рахмат. Это для меня. С начала 71 года. Уже Памир был. Играл я до 77 года. В 77 году закончил в Памире. Но у нас была очень хорошая команда. Потом Гес пришел, Погорелов. Вот, нападающий очень хороший. И, в принципе, команда была хорошая. Я вам скажу, знаете что, но это не для этого. Внимания не было в команде, клянусь. Да, откровенно скажу. Не было. Мы в 71 году 13 туров шли на первом месте. Как-то все это без внимания. У меня, я вам скажу, если 1-2 фотографии есть по тому времени, энергетик, ну не было тогда такого, чтобы снимать, популяризировать, там все такое. Владимира Алишоевича Гулям Хайдарова, у него такие великолепные пасы были. Жалко, что вот это поколение, которое не видело его игру, не осталось, к сожалению, вот этих видеоматериалов. Если бы сейчас они посмотрели, я всегда все время говорю, жалко, что вы не видели, как тогда играли люди. Тогда бы вы немножко оценивали по-другому. Это была феноменальная техника, передачи ювелирные были. Нам повезло, что мы этих великих игроков видели. Поэтому, может быть, и мы и выросли, что мы видели таких футболистов. Мы пытались повторять за ними движения разные финты. Сейчас правым крылом нападение. Теперь уже приходится вступать в упор. Через него в основном строилась игра. Ну, конечно, он забивал. И в торпедо забивал, и в олимпийской забивал голы. Так что есть все вспомнит у него о нем. Но самое главное, он обладал очень хорошим дриблингом в футболе, умел обыграть нескольких игроков и выдать этот пас уже сделать хорошую передачу, вывести игрока 1 на 1 с вратарем. Это он умел делать. Он входит в штрафную площадку киевской команды. Пас на Геннадия Гусарова. Гол! Второй решающий гол в сетке ворот киевлян. Со счетом 2-1 победили московские автозаводцы. Они завоевали... Я не знаю, как там считают, но получается где-то 45, что ли.
Но это в мою задачу не входило. Моя организация игры. Я, например, были моменты, когда я мог сам забивать, а на дальней штанге партнер стоит. Я беру, отдаю, чтобы уже наверняка в пустые ворота забил. И получал, правда, больше удовольствия, когда с моего паса забили. Когда ты стаешь главным, сразу не рубить, хоть ты уже год был в команде. То есть это два разных чувства. Ты второй тренер и главный тренер. Когда я год второй отработал главным, я понял, что с этим составом мы ничего не выиграем. И начал перестройку. То есть я начал эту перестройку, я понял, что с некоторыми футболистами, но они не соответствуют уровню, который ставится перед командой решать большие задачи. Поэтому еще были другие нюансы. Вот, и команда где-то, да, поплыла. حالا فوتبالبازان پامیر با تمام قوا و مبارزه‌های نو در میدان‌های مملکت و خارجه تیاری می‌بینند. Шансов второго тайма. И вот дополнительное время забили. Мы им как раз за Карачевым стояли. Станиславка начинал было. В 1983 году, когда Владимир Алишоевич был главным тренером Душанбинского Памира, а я учился в 10 классе в спортинтернате, и нас двоих, меня и Ильшат Халиуллин, мы были оба из спортинтерната, нас Владимир Алишоевич пригласил на сбор с командой Памир, где сбор проходил в Душанбе. Для нас это было вообще фантастика. В 10 классе пригласили на сбор с главной командой. Мы просто, у нас такое невосполнимое было счастье. Мы просто не верили в это чудо. Вот в то время так я уже очень близко познакомился. Так я, конечно, знал, видел, мой отец с ним дружил. Прирожденный мастер, да. Ну, это интеллект был, интеллект, вот, мышление, допустим. Это, ну, не зря он в сборной СССР. Олимпийская сборная, но это считается тоже сборная СССР. Ну, я его считаю великим игроком. Как он обращался с мячом, да, действительно, это не передать. Это надо родиться таким, да. С ним было. Я говорю, потому что я с ним играл. Он играл в полузащите, его передачи. Ну, я учился. Меня сняли, но оставили. Оставили в команде вторым тренером. Остался только из-за того, что Семин не знает ни футболистов, вообще их не знает он. Поэтому я остался, доработал 83-й год, все нормально. Семин меня не отпускал, но я все-таки настоял. Ну и я ушел в Курган-Тюбе. Вот. И вот в Курган-Тюбе 8 лет работал в Курган-Тюбе. یک سال بازی کردن و یا کماندار چمپیونات شوروی خارج کردن. گفتن که اینجا اتفاقای کسبه تاجیکستان مکتوب نداده، روزگی نداده. بعد در چمپیونات تاجیکستان بازی کردن. اون وقت چمپیون تاجیکستان بسیار کماندار زور بازی میکرد. یک تاش автомобилист قرغنتپه و همین یکی بازیگرای پختکار همونجا بود. کماند محسن محمدی قرغنتپه بازی میکرد همون سال. Когда тренировочный процесс шел, там, если разбивались на пары, а я всегда делал вид, что у меня нет пары, и получалось, что я оставался один, и Владимир Алишоевич работал со мной в паре. А так как у него техника была вообще идеальная, и там такое упражнение было, там передача с фланга, и практически он из 100
100% у него не было такой передачи, чтобы она мимо улетела или что. Поэтому я очень часто, все время практически при подаче, я все время бил по мячу. Очень у нас сильная команда была, и он нам поставил задачу, чтобы мы не проиграли ни одной игры. К нашей радости мы заняли первое место и вернулись в вторую лигу, но в этот момент я перешел уже в команду Памира. Когда Союз развалился, все такое, Семин 4 сразу забрал в Локомотив, и остальные тоже все разъехались. В основном игроки Памира были в сборной, в основном. Человек 6-8. Но тоже команда неплохая была. Ездили мы на турнир в Иран, сыграли. Турнир этот, сборная Ирана, проиграли 1-0. А 93-94 я уже был без работы. Без работы, 2 детей. Как я жил, я сейчас не знаю. Ну и думаю, куда-то надо ехать, работу искать. А здесь звонок с Алматы. Беру трубку, там такой бизнесмен был. Вот так и так. Хотим вас пригласить в Кайрат главным тренером. Булат Абилов такой там. И сегодня он там есть. Депутат был, все такое. Приехал в Алмату. Они мне снимали квартиру. Я думал, 1-2 и все, и домой. А здесь контракт 2 года отработал, контракт еще на 2 года. Хайрада кор кард, Ҷамбул кор кард, Астана кор кард, Локомотив кор кард, бисёр команда кор кард. Баъд як бозӣ мешавад дар чиз собиқадарони Иттиҳоди Шӯравӣ, ҳатӣ дастаи мунтахаби собиқадарони Германия бозӣ мекунад. Владимир Голям Хайдаров. Тәжік футболның күлегі асырып үлгірді қақпашыдан. Перед глазами, ты что, там 9 чемпионов мира играло. Команд мы их никак не обыграем. А я-то, честно говоря, в 98-м в конце приехал. То есть это первый год я был, и ко мне так относились это. Мне так сказали, ты на всякий случай бутсы возьми. Ну, я взял бутсы, пришел на игру. Ну, где-то 15 минут до конца оставалось. Ну, и Булат говорит, давай, выходи. Ну, я мяч получил, меня сбоку бежит отбирать, я замах делаю, как будто передачу делаю. Он выключился. Я дальше протолкнул. Второго точно так же. Увидел, что вратарь вышел из ворот. А я это исполнял еще в торпедо. Как я черпачка дал вот так вот ему за шиворот. После этого сразу у них изменилось отношение ко мне. Как где-то что-то, Большаков говорит, надо Алексеевича брать. Он все наладит в середине. Гол! Есеп 4-2. Владимир Голям Хайдаров. Тәжік футболның күлегі асырып үлгірді қақпашының өрескел қателігі. Германия құрама командасының Вот под занавес матча великолепный гол забивает Владимир Голям Хайдаров. Сейчас вы видите, наверное, повтор, смотрите, какой прекрасный удар расчетливый через вратаря, и мяч опускается в сетку ворот, который защищает Питер. В Казахстане 21 год. 21 год. Ну, я скажу, там неплохо. Ну, а потом на пенсию вышел. Откровенно говоря, это дети здесь, все здесь. Да, брат умер. Ну и что, к детям вот приехали, вот сейчас здесь.
Дядя Володя в нашей семье, конечно, это был звезда. Ну, насколько я помню рассказы с детства, что папа вместе с дядей, они сначала в энергетике играли, потом перешли в Памир. Папа был в дубле Памира. Ну, видимо, был такой все-таки характер, он долго не захотел сидеть на скамейке запасных и ушел играть не в высшую лигу футбольную, когда был Советский Союз, а ушел играть в республиканскую лигу, то есть играл за Республику Таджикистан. Была такая команда «Волга», вот папа там проиграл очень много лет, они были и чемпионами республики, и чемпионами города, и обладателями Кубка Вечерки, газета «Вечерний Душанбе». Он очень много лет играл. Без футбола он свою жизнь вообще не представлял. А потом уже, когда по состоянию здоровья не смог дальше продолжать играть, его стали приглашать, наш спорткомитет стал приглашать его на судейство различных матчей нашего республиканского чемпионата. Ну, можно сказать, он тяжело болел, что мы не делали, лечили, операции делали, но, к сожалению, болезнь победила. И вот его не стало 10 января 2021 года. Погода, видишь, какая? Пусть дождь, мороз, снег. Нормально, а вот ветер, а здесь он почти постоянно. Вот вроде не холодно, а ветерок это тянет, иногда не сильный, но тянет вот постоянно. И уже здоровья нет. Я вот сейчас видел, прошел, я задохнулся. Задохнулся, у меня лекарство, вот видишь, все здесь стоит, чтобы лишний раз не вставать, не ходить за ним, руку протянул, взял. Я здесь ходил, забыл, как называется там профессор, больница. Спросил у нее, вернее, стал говорить. Я говорю, вы извините, у меня вот было воспаление легких, наверное, осложнение. Она смеется, женщина-профессор. Какой, говорит, легкие, какое осложнение, это от сигарет. Представляешь, надо же, что вот мне это повезло. Мы, команда, приехали на Вазовское озеро. Это у нас день отдыха был в 1965 году. Там в футбол начали играть. И кто-то ударил там. Девчонка стояла рядом, в нее попали мячом. И я побежал мяч взять. Ну и вот так вроде познакомились. И все, стали дружить, встречаться. Лариса, а вон она стоит. 2 года встречались, в 65-66, ну и потом женились. У меня дома в Душанбе весь Советский Союз был. У меня в каждой команде друзья. После игры я их приезжал никуда, ко мне домой. Лариса стол накроет, все туда-сюда. Ну, раньше Алексеевичем не был, молодой же. Гулям говорит, ну тебе повезло, у тебя жена готовит так, и женщина такая. Я все время говорил, как. Сапер, говорю, ошибается один раз в жизни. Да, ну мы с ней 55 лет прожили, 2 года встречались. Ну и вот 2 девочки выросли, институты закончили. Вот одна медицинский, другая экономический университет. Ну, работают по специальности. Здесь рядом со мной, часто ко мне приходят. Детство-то у меня, конечно, было счастливое. И мама, и папа, и дедушки, и бабушки, и такая страна. Воспоминания и ностальгия, конечно, есть. К сожалению, мама сейчас не дожила в семье. Это самый добрый человек, наверное, был в мире. Самый лучший папа. Он очень часто отсутствовал у нас, и воспитанием у нас занималась мама наша. Но когда приезжал папа, это был у нас праздник.
Он дома редко бывал, то он на сборах, то он как бы на тренировках, и мы его крайне редко видели. Я еще училась в музыкальной школе, и когда папа приезжал, я говорю: пап, можно я с тобой побуду, можно в школу не пойду? И вот он такой подойдет к маме, говорит: Лара, говорит, давай, говорит, она со мной побудет. Я была счастлива. Тут двойное счастье. Я не то, что в школу туда не хотела идти, я хотела побыть очень с ним. Папа нас никогда не ругал, но если вдруг он на нас как-то так вот посмотрит, я даже взгляда его не то что боялась, я боялась его расстроить, чтобы папа был как бы нами доволен, поэтому любой его взгляд я прям ловила, думаю, доволен. Папа для нас, это, наверное, мамино воспитание еще было, папа для нас это был человек, который прям вот послушание было с первого взгляда и с первого слова. У меня была хорошая семья, хорошие дети, хорошие друзья, откровенно говоря. Вот, что еще в жизни надо? Пока уже возраст у нас такой, что приходится думать. Мне сейчас 77 лет исполнится. И мы очень рады, что сейчас он познакомился как бы со сверстниками там у себя во дворе. Был даже такой случай, как-то они обсуждали, в начале знакомства они обсуждали футбол и обсуждали футболистов союзных республик, там Грузии, Узбекистана, Таджикистана. И папа спросил: а вы там кого-то знаете из Таджикистана? Он говорит: да, мы знаем, говорит, был такой Гулям Хайдаров. А он говорит: так это же я. Он говорит: как вы? То есть для него это был какой-то шок такой. Две вещи, которые я сожалею сегодня. Первое, это что я мало был с семьей. И второе, может, не надо было мне уходить с торпедо, надо было еще остаться хотя бы на год. Я хотел просто пожелать процветания таджикскому народу, чтобы этот народ достоин жить хорошо. Я много сейчас, у нас слезы сейчас наворачиваются. Много у меня информации о том, кто мы и что мы, таджики, что мы из себя представляем. Мы древнейшая нация, и мы заслужили жить хорошо. Так что я желаю процветания таджикскому народу, а таджикскому футболу больших успехов. Жизнь очень тяжелая штука. У Омар Хайяма есть два рубаи философские. «Трясу надежды ветвь, но где желанный плод? Как смертный нить судьбы в кромешной тьме найдет. Тесна мне бытия печальная темница, то если дверь найти, что к вечности ведет». Вот. И второе тоже философское. Я школяр в этом сложном из сложных миров. Труд мой тяжек, учитель уж больно суров. Да седин я у жизни хожу в подмастерьях. Не зачислен еще я в разряд мастеров. Жизнь, сколько бы ни было, все равно приходится учиться.